Неужели загрузилась? Так, дорогие зрители, те, кто будут смотреть прямой эфир в записи, хочу сказать, что эфир был назначен на 8 часов. У меня тут возникли трудности. Хорошо, что я решил за 10 минут до начала попробовать подключиться. И у меня с компьютера почему-то не получилось. Сначала писал YouTube, отказывает мне в трансляции. Теперь вроде бы вот сотки у меня получилось. Со слюни текут, я выдавливаю лимон в чай. Так, ну что, ждем подписчиков, когда побольше присоединятся. Вижу, уже присоединились 6 человек, это уже хорошо. Напишите, как меня видно, как меня слышно. С кресла скрипучая. Я буду, смотрите, я буду в течение прямого эфира смотреть в сотовый телефон. Что оно? Не, я без очков так плохо вижу. Я буду смотреть на вас в сотовый телефон, а ваш чат буду смотреть в компьютере. Поэтому, пожалуйста, пишите. Я не вижу ваших комментариев. Я переживаю. Напишите, слышно ли меня, работает ли чат. Привет. Это я написал привет. Так, значит, чат работает. Ну, друзья, кто присоединился, дайте, пожалуйста, обратную связь. Дайте жару. Дайте жару. Чтобы я уже понимал, мы начинаем или не начинаем. Ольга, привет, привет. Как у тебя, Оль, погода? Как у тебя погода? Ой, ну давайте, раз чат побежал, как у нас говорят руководители, когда проводят вебинары. Если чат побежал, значит все хорошо. Так, подписчики прибывают, но нет обратной связи. Друзья, напишите, пожалуйста, как меня видно, как меня слышно. Налейте себе что-нибудь выпить. Можно чаю, можно компоту. Можно напитки погорячее. Ну, хотя завтра понедельник, рабочий день, я не думаю, что стоит с горячительных напитках. Оля, спасибо большое за обратную связь. Видно, слышно. Оль, позволь, я тебя представлю. Ольга, это мой координатор с Кустаная. Аж в горле пересохло. Ой, вы знаете, когда подключался к прямому эфиру, что-то так волновался, потому что давно на канале YouTube не было прямого эфира. Я посмотрел, последний прямой эфир проводился 14 февраля. По-моему, 14 февраля. А сегодня 18 апреля. Нифига себе. Ну я же вам говорил, ну пишите в комментариях, что Алексей, хотим побольше прямых эфиров. Хотим побольше прямых эфиров, чтобы... Так, Ольга пишет, погода у нас очень к вечеру испортилась, штурмовое усиление ветра с порывами до 40 метров в секунду. Оль, ну давайте у нас сегодня будет такая вот посиделка свойская, да, будем... У нас такая же фигня, фигня в Усть-Каменогорске. Я хочу сказать, что погода портится. К 20 числу обещали заморозки, мокрый снег, гололед. Короче, не знаю, пугают что-то. Но нам не страшна погода, нам не страшна. У каждой погоды, у каждой погоды, у каждой природы... Забыл. Так, ну мы будем с Ольгой общаться, друзья мои. Кто присоединился, напишите, пожалуйста, кто присоединился. С какого вы города? Может быть, вы с какой-то страны. Ой, я тапочки сниму, ноги вспотели, жарко. Ну, на улице у нас в Усть-Камане
Спасибо, Оль. У природы нет плохой погоды. Но я волнуюсь, я правда волнуюсь. Давно не проводил прямой эфир. Прямой эфир, это, знаете, все равно, это как-то, это не так, как я привык, как вы привыкли видеть мои обзоры. Вот. И я решил именно сегодня, воскресенье, завершить эту рабочую неделю вот прямым эфиром. Поболтать с вами, пообщаться, познакомиться с теми, с кем мы еще не знакомы. Ну и ответить на ваши вопросы, если у вас они будут. Это я смотрю, что зрители присоединились, а вопросов нет. Оля, наливай чай, будем пить чаю. Ой. Подписчики прыгают. Кто присоединяется, кто отсоединяются. Возможно, я уже пью чай. А я чай пью с лимоном. Так, наверное, будет сложно показать. Но тем не менее. Люблю чай с лимоном. Вот честное слово. Хлебом не корми. Ой, ну давайте посидим, отдохнем. Не, друзья, ну напишите, у кого, в чем, может быть, у кого-то интернет подвисает. Вот у меня, как я уже вначале говорил, то, что я не мог начать прямой эфир, потому что у меня сильно подвисал интернет. Ну, я понимаю, что сегодня воскресенье, трудно людей разговорить, наверное, в воскресенье. Я сам сегодня вот работал, уставший пришел. Ну, решил провести прямой эфир. Решил. Оля, ну ты хоть задай какой-нибудь вопрос. Давай, Оля, раскочегариваем. Ой, люди отписываются. Где искать людей? Куда искать людей? Где искать людей? Ты уж поясняй, потому что мало ли кто нас смотрит. Где искать людей? Ну, где искать людей? В интернете искать людей. Я над этим, Оля, работаю. Я над этим работаю. Запустил рекламу. Вот после прямого эфира я тебе расскажу, какой получился результат за первый день по рекламе. Надо было Инстаграм, что ли? Да, Инстаграм у меня не получится. Инстаграм не получится. Сам на себя смотрю. Ой, а мне нравится. Прям так хорошо. Я прям удобно сегодня приготовил, все устроил. Вот захочешь провести прямой эфир, и никто не приходит. Так, народ, вы где? На даче. На даче. Завтра рабочий день. Завтра очередная рабочая неделя. Ой, 2 недели осталось до завершения каталога. Что нас ждет в мае? А в мае нас ждут майские праздники. Отсвечивает. Ну, отсвечивает в глазах. Я могу другие очки одеть. Вот в этих, наверное, не будет отсвечивать. Нет, в этих тоже отсвечивает. Ой, в этих я не вижу. У нас укол вообще выходных нету. А у нас у координатора вообще выходных нету. Это точно. О, может, я вот так вот буду. Так уже лучше. А поверх еще вот эти вот. Да, боже мой. Крыша... О, Оля, ладно, я тебе тогда покажу. Короче, Оль, я как-то снимал, вы прям как всегда на позитиве здорово. Ух, ну а куда нам деваться? Знаешь, впереди новая рабочая неделя. О, Светлана, добрый вечер, добрый вечер. Спасибо большое за обратную связь. Светлана, напишите, откуда вы. Ну, наконец-то кто-то присоединился. Нет, я вижу, что присоединились больше людей, но люди стесняются писать вопросы. Светлана, напишите, откуда вы. Оль, смотри, я хочу тебе показать. Ну, все равно люди будут смотреть прямой эфир в записи. У меня как-то в этом году, в начале года, выходил
обзор моих любимых, обзор моей парфюмерии. То есть я участвовал в эстафете, нужно было рассказать о своих ароматах, какими я пользуюсь, какие я хочу попробовать и какие у меня, как сказать, в коллекции, которые я бережно берегу. И у меня тогда этого, нет, не фавориты. И у меня тогда этого аромата не было. Про фавориты сейчас расскажу. В общем, этот аромат я бережно храню уже не знаю сколько лет. Мне его подарила на конференции мой лидер Анна Петровна. Ей подарили, а, как она называется-то? Ну, коллекцию. Он был у вас в магазине, я помню. Это, короче, первые ароматы, которые у нас были в Эйвоне, которые создал хозяин. Хозяин. Вот правда вылетает из головы, вот у него имя. Короче, наш хозяин, хозяин компании, я тоже координатор компании, живу в Петропавловске, Светлана, круто. Очень приятно. Но у нас, ну, другого я не ожидал. У меня все на канале представители, все координаторы. Вот. Как у вас погода, Светлана, напишите. И, короче, мне Анна Петровна подарила вот этот аромат. Это легендарный аромат. Это один из первых ароматов в компании Avon. Вот он. Ну, это как коллекцион... Во, вспомнил, коллекционный аромат. А какой тут 12 миллилитров в Польше разлит. Светлана пишет холодно. Ну, Светлан, походу в Казахстане, наверное, у всех холодно. Только, наверное, в Алма-Ате жарко. Ой, ну, знаете, он довольно сильно отличается от всех ароматов, которые есть сейчас у нас в компании. Ну, очень крутой аромат. Вот я его бережно храню, никому не продаю, хотя у меня его просили купить за баснословные деньги, вы не поверите, за 1000 тенге. Я сказал, нет, ну что вы, какая 1000 тенге, этот аромат мне подарили. Это не у каждого координатора, я уж молчу про представителей, не у каждого координатора есть вот такой вот аромат. Это, еще раз говорю, один из самых первых ароматов, ну, если компании уже 140 лет, вот этому аромату 140 лет. Вот. Ну, понятно, что его не налили 140 лет назад, его налили раньше, но факт в том, что полностью сохранена та технология, которая была задумана в этом аромате. Вот, наконец-то я вспомнил, и что он у меня есть. Он у меня здесь всегда стоит под компьютером. Заряжается энергетикой, заряжается. Вот такой вот у меня аромат. Ну, раз уж про ароматы начали говорить, хочу анонсировать, сказать, что сегодня я снимал видеообзор. Привет, Алексей, как вам идут очки? Спасибо большое. Это у меня уже старые очки. Они у меня уже плохо видят. Вот, я сегодня снимал новый обзор. Этот обзор выходит очень редко. Это топовый обзор, топовые просмотры. Я наконец-то, девчонки, сделал сегодня видео «Мои фавориты женские ароматы». Сейчас аплодисменты в студию. Да, я по многочисленной просьбе, мне очень много писали и представители в WhatsApp, и на YouTube мне писали, в других социальных сетях писали, что Алексей, расскажи, раз уж я начал сейчас вот этот марафон и знакомлю вас со всеми ароматами компании. Так, Оксана, вам какой продукт нравится в Эйвоне, мужской парфюм? Оксан, спасибо большое за вопрос. Кстати, Оксана, напишите, откуда вы, с какого вы города. Оксан, я уже делал видео, я уже рассказывал про свои ароматы. У меня сейчас номер один аромат от Кинзо Такада, который выходил первый, это Love, который квадратненький. Сейчас их в каталоге, к сожалению, нету, но я их получил в подарок еще в прошлом году. Кучу. У меня еще, наверное, аромата 3, наверное, осталось. Я пока еще, наверное, один, может быть, продам, а остальные я оставлю себе. Вот у меня номер один. И, кстати, Оксан,
Сейчас я только что говорил, что на этой неделе, вот предстоящей неделе, смотрите, мои женские фавориты, которые мне нравятся, безумно женские ароматы, я их люблю. То есть они нравятся лично мне. Не моим клиентам, а лично мне. И будет очень интересное видео. Я надеюсь, что вы тоже себе что-то с этого видео узнаете. Так, Светлана пишет. Вы молодец. Я своим девчонкам всегда в своем чате скидываю ваш обзор. Очень поучительно. Огромное вам спасибо. Светлана, а вам-то какое спасибо? Я вот на колени бы сейчас встал, вот низкий поклон бы отблагодарил, но боюсь. У меня один раз уже было, вылетел телефон, и он разбился. Поэтому, поверьте мне, вот я искренне, Светлана, вас благодарю, потому что это дорогого стоит, когда вы делитесь моими обзорами, потому что ничего такого секретного нету в обзорах, наоборот, эти обзоры помогают как вам, вашим представителям и, естественно, нашим дорогим, любимым клиентам. Поэтому, Оксана, да, вернемся к Оксане. Хочу сказать, Оксан, буквально, наверное, через неделю я обязательно сделаю еще видеообзор мои мужские фавориты. То есть те ароматы в компании Avon, которые мне нравятся на сегодняшний день, которые мне нравятся, но не факт, что я ими пользуюсь, но они мои фавориты. Потому что ароматов в компании очень много, но я, как и все, да, наверное, имею какой-то вот вкус какой-то, да, к этим ароматам, и вот какие-то мне нравятся, какие-то нет. И вот об этом будет видео обязательно. На этой неделе выходят мои фавориты женские ароматы, а через неделю смотрите мужские ароматы. Все очень просто. Подпишитесь на мой канал. Где-то здесь у нас колокольчик. Да, вон там колокольчик, вот здесь колокольчик. Нажмите. Это будут уведомления, когда выходит мое видео, и можно всегда его посмотреть. О! Тем, кто только что присоединился, наливайте чай. У нас сегодня эфир рассчитан не больше часа. Посидим с вами, поговорим. Спасибо всем, кто нашел время присоединиться сегодня. Это, знаете, как в телевизоре, да? В телевизоре есть на канале «Россия» субботний вечер на канале «Россия». А у нас воскресный вечер на канале YouTube, на канале Пролекс. Так, не пропустил ли я ваши вопросики? Так, Светлана ответила, что у нее холодно. Ну, я тоже говорю, что у нас, походу, во всем Казахстане холодно. Так, ну, очень приятно, все присоединились с Казахстана. Хочу, знаете, ну, если вам интересно, поделюсь, что, конечно, у меня больше всего подписчиков, больше акций у казахстанцев. У меня больше всего, конечно, подписчиков с Казахстана. Инесса, привет-привет. Всем привет-привет, кто присоединяется. Инесс, мы тут говорим о погоде. Напишите, как у вас погода, с какого вы города. Ой, дела отлично, но, знаете, апрель для меня начался очень таким бурным, очень много работы. Так, Ольга, у меня недавно представитель высказала свое огорчение, выписывала себе помады и сказала, что они очень отличаются цветом по факту. От цвета в журнале, сказала, разочаровалась. Оля, ну да, все верно, очень сложно работать с помадами, поэтому я всегда на всех своих обзорах говорю, заказывайте, пусть рекомендуй представителям сначала заказать пробник помады, они почти все пробники есть в компании, пусть заказывают пробники, пробуют, а уже потом, соответственно, саму помаду. Так, у нас Юля присоединилась. Спасибо большое за канал. Очень нравится, много интересно и познавательно. Я, девчонки, не устану вас благодарить. Вам тоже большое спасибо, потому что, ну, если бы не вы, канала бы не было. Ну, чё? Ну, снял бы я видео, никто его не смотрел, и так бы мы и жили. Кстати, в этом году будем отмечать 2 года. 2 года моему каналу. Аплодисменты в студию. Вот. И возвращаясь про настроение, хочу сказать, что я уже говорить начал, что апрель для меня выдался довольно таким бурным. У меня проблема, ну давайте, раз у нас сегодня такие посиделки, я немножечко не пожалуюсь, ну поделюсь с вами. Привет, кто присоединяется. У меня проблема с зубами. Вернее, с одним зубом я не могу жевать уже 2-й год.
сначала, ну, год назад, когда эта проблема была, я вкратце скажу, что мне эту проблему вроде как не нашли, пломбу поменяли, и зуб вроде как непонятно. И я весь 20 год мучился, кто жевал, кто не жевал, и вот эта пандемия. И я как-то, ну, не все, наверное, любят стоматологов, я в том числе. Я вообще, наверное, самый первый, кто их не любит. Но мне главное только сесть в кресло стоматолога, и все. Я попру, я попру. И я вот в этом году решил все-таки зубы делать. И начал искать клинику, начал искать доктора, ну, чтобы, как говорится, ну, все же хотят качественное лечение. И вот недавно мне посоветовала тоже моя знакомая коллега, стоматолога. Я сходил на консультацию, когда, извините за выражение, открыл рот, она как посмотрела, говорит, а вы, Алексей, у кого лечитесь? Я говорю, боже мой, ну как сказать лечусь? Заболел зуб, раз в пятилетку сходил и подлечил. Где придется, там и лечу. В общем, вот хотел сказать, что у меня апрель начался бурно, я скакал по всем клиникам, выбирал клинику, консультировался. С клиникой определился, жду завтра звонок, мне должны посчитать. И, короче, она мне сказала, ребята, там проблема, там проблема, там проблема, там проблема. Я говорю, как? Я же вот ходил в клинику, мне вообще ничего не говорили. Короче, жесть, жесть. Я сейчас жду, завтра в понедельник мне позвонят. Она мне должна посчитать фронт работы. Сколько зубов лечить и сколько, самое главное, мани готовить. Вот такие дела. Так, кто у нас там присоединился? Я с юга Казахстана, и у нас тепло, настоящая весна. Ой, Инесс, как я вам завидую. Сейчас мы соберемся и все к вам на юг. Да, Светлана, не болейте. И вы тоже не болейте. Сейчас в наше время болеть. Да, я задумался. Но раз уж, знаете, раз уж пошел такой разговор, хочу с вами еще тоже поделиться. Напишите в комментарии, кто болел коронавирусом. Вот я переболел в сентябре, по-моему, в сентябре или в октябре прошлого года. Я не стал это афишировать на своем канале. Я с трудом делал обзоры, я сидел дома на самоизоляции, вот, и лечился. И лечился у меня прошло в такой, знаете, ну, легкой, наверное, форме. Я, наверное, дней 12 был с температурой. Температура была 37 и периодически 38. Вот. И я сильно-сильно потел. Очень сильно потел. Просто вот шел, с меня ручьем бежало. Но я был как бы в состоянии, я мог снимать обзоры. И поэтому я был... Вот и сейчас я хочу сказать, что я сейчас начну делать зубы. Будет все опухшее вот такое. Но я все равно буду делать обзоры. Вот так вот сделаю. Ну, никто меня не остановит. Обзоры буду делать обзоры. Все. О, вот так вот. Так, не болейте. Дорого болеть. О, я бы сказал еще, Оль, дорого жить. Знаете, я заметил у нас я заметил такую тенденцию. Очень дорого, очень дорого рожать и очень дорого умирать. Вот. Ну, раз уж такая тема пошла. Тьфу-тьфу. Мою семью пока обошло стороной, а в деревне у нас были случаи заболевания. Ну да, Оль, хорошо, что... С одной стороны, хорошо, что в деревне как-то там меньше, наверное, распространения. Вот. Ой, друзья, присоединяйтесь к нашей жаркой вечерней воскресной беседе. Если у кого-то какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Мы с вами поговорим. Но я вижу, что в основном подписчики все мои постоянные, все меня знают. Но кто не знает, я еще раз представлюсь. Меня зовут Алексей. Я бизнес-партнер компании Avon. Снимаю очень полезные, веселые, видимо, ролики на канале YouTube. И как-то так. Живу я в Казахстане, город Усть-Каменогорск, это Восточный Казахстан. Как у меня говорят знакомые, в Жоподрищенске. Ну, у нас сегодня такая вот свободная беседа, поэтому как-то так. И еще, что я вам хочу сказать. Я сегодня приготовил, я буду делать вам сводчи на помаду. Давно не делал.
У меня есть вот такой вот, тут такая туба, в ней лежат помады, на которые я буду делать сводчи. Напишите в комментарии плюсики. Хотите узнать, на какую помаду вас ждут сводчи? Плюсиков не будет, сводчей не будет. Так, Ольга Егорова, как вас зовут? Эл. Как вас зовут? Надежда. О, ну все, понятно, плюсики пошли, значит, внимание. Кстати, прежде чем расскажу, хочу сказать, что помады, конечно, Люда. Простите, пожалуйста, но вот у вас в нике не написано. Люда, очень приятно. Возможно, я не запомню ваше имя, потому что подписчиков очень много. Помады у меня, конечно, сейчас идут с большим трудом, но, может быть, сейчас летом они будут идти более лучше, потому что в прошлом году в пандемии все равно помады заказывали. Сейчас у меня тоже очень хорошо берут, в принципе, помады, но с осторожностью. С осторожностью я тоже заказываю. Поэтому, Оля, вот специально для тебя и всех моих подписчиков я приготовил, друзья, сводчи на вот эту помаду. Кто угадает первый, кто напишет первый в комментарии, что это за помада, как она у нас называется. Такая викторина. Викторина без подарка. Нет, ну подарком будут сводчи. Будут сводчи. Ну давайте еще вот так. Ой. Леди, правильно, Лидия, правильно. Лидия, добрый вечер. Правильно, это помада Леди, это у меня тестеры. Я могу их вот так вот, могу вот так вот. Поэтому это у меня тестеры, знаете, я их решил специально. Это помады, они недорогие, они сейчас 800 с копейками стоят, но вообще не стоят 700-600. Ольга, я не пользуюсь и название не знаю. Так, Оля, координатор, название надо знать. Вот, все правильно, это помада Леди. И я вот решил всю линейку испортить. Девчонки, вы представляете, какой я изверг, да? Кто он тушь портит, из туши делает тестер. Ну, вы меня поймите правильно, мне так удобнее работать. Пробников на эту помаду нету, поэтому я уверен, что тестеры вам очень неплохая помада. Ну да, помада клевая, особенно когда она стоила. Лидия, вспомните, сколько она стоила. Она стоила где-то 450 тенге, еще были времена. Но времена закончились. Друзья, да, помада Леди, ждите тоже. Я постараюсь сделать обзор на следующей неделе, чтобы он вышел. Еще раз, там кто-то что-то написал. Я из Кустаная, у нас сейчас испортилась погода. Юля, а у меня Ольга из Кустаная. Ольга сейчас... Оля, Юля, познакомьтесь, вы практически землячки. Так, Инесса, я люблю матовую. Да, у нас, кстати, в Эйвоне хорошая матовая помада, матовое превосходство. И вот новая, которая вышла, Легенда, тоже клевая помада. У меня, правда, Легенду берут несколько оттеночков, а мне нравится продавать помаду, забыл, помаду Ультра. У меня Ультра помада Шик, номер 1, вот знаете, самая ходовая помада. Ой, Анжелика, добрый вечер. Анжелика, напишите, с какого вы города, как у вас погода. Мы сегодня о погоде говорим. Немножко о погоде, о зубах и о коронавирусе. Так, здравствуйте, Алексей, Светлана, добрый вечер. Так, ну смотрю, у нас жаришка пошла. Жаришка пошла у нас. Люди присоединяются. Друзья, ну кто только что присоединился, хочу сказать, что у нас сегодня... Всем привет! У нас присоединилась Света, Юля. Юля пишет, зубы не делайте участников. Я только жемчужине делаю и не боюсь. Юля, а вы с какого города? Где эта жемчужина? Нет, сейчас, понимаете, сейчас все частники, да? Очень много частных клиник. Вот. Поэтому, ну, я выбрал такую клинику, она такая, я бы сказал, пафосная. Привет, позитивчик. Привет, привет, дорогие подписчики, привет. Очень приятно. Вот только хейтер зайди, я вот сразу тут камеру разобью. Вот иногда смотришь прямые эфиры других блогеров, боже мой, сколько хейтеров, сколько негатива, как они живут, можно я прямо скажу, как они живут с этим говном в душе.
Жесть, просто жесть. Ой, нельзя быть негативными, надо быть позитивными, как я. Как я. Сломал телефон за 150 тысяч тенге, пошел, купил за 500 000 и счастлив. И счастлив. Так, что-то я сбился. Так, кто у нас что? Так, Наталья, Наталья, здравствуйте. Добрый вечер, Наталья, добрый вечер. Друзья, кто присоединился, пожалуйста, присоединяйтесь к беседе. У нас сегодня свободная тема разговора. Мы говорим. Я рассказал о своей погоде. Кто меня еще не знает, могу представиться. Меня зовут Тема эфира. Тема эфира свободная. Тема эфира свободная. Мы сегодня... У меня просто давно не было прямого эфира. Подписчиков прибывает. Я хотел выйти в прямой эфир. Познакомиться, показать, что я открытый, позитивный. И я здесь. Вы участвовали в квесте? Да, Наталья, я участвовал в квесте. Забегая наперед, может быть, у вас возник вопрос. У нас определили топ-50 победителей. Участвовали мои координаторы. Ольга вот у меня участвовала. Вот. И мы вошли в топ-50. Топ-50. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Анжелика, я из Риги. Из Риги! Из Риги! Как круто! Прям, знаете, ух, у меня аж мурашки пошли. Но вы их не увидите, мелкие. У нас прекрасная солнечная погода, плюс 18. Да, кстати, друзья, эфир только плюс 18. Младше выйдите из экрана. Я тоже в топ-50. Наталья, молодец, так держать. Так, я тоже в топ-50. Да, мы с Лешей влетели в топ-50. Мы влетели, как на Боинге. Я попала в топ-50, жду подарочки. Людочка, поздравляю вас. Там крутой, на самом деле, знаете, по секрету скажу, я даже в топ-1 и не хочу. Мне захотелось в топ-50, но я все равно, я делал, ну, как я делаю свои обзоры, как я делаю, я не старался выпендриться, делал как делал. Поэтому, но я хотел в топ-50 попасть, потому что там набор косметики клевый. Классно, я очень рада за вас искренне. Светлана, а вы не участвовали, что ли, в квесте? Набор классный, да. Ну, девочки, знаете, что хочу сказать? Я так понял, то, что мы попали в топ-50, это не значит, что... Мне так кажется, что мы можем еще в топ-20 попасть. В топ-1 не хочется даже. Ну, почему? Там тоже интересно топ-1. Это профессиональное видео. Ну, а что вы, Светлана, не участвовали? Очень даже интересно, очень прикольно. Мне понравилось. В отличие от школы блогеров, мне квест чем понравился, это всего лишь 3 дня, 3 задания. Ну, мне так вообще. Уже это привычно. Я каждый божий день снимаю практически вам какое-то видео. Просто бывают видео, которые уходят на монтаж, и это тоже время занимает. И поэтому вот сегодня тем, кто присоединился, я сегодня снимал видео мои фавориты женские ароматы. Не пропустите, на следующей неделе я вам расскажу, какие ароматы лично мне нравятся женские. Вот. Я думаю, что это видео будет очень вам интересно. Так что участвуйте в квестах, в школах, блогерах компании Avon. Почему бы и нет? Это очень интересно. Друзья, если у вас какие-то ко мне вопросы, пишите. Ой, в Ригу хочу. Знаете, я одно время задумывался. В Ригу хочу. Да, там проф-видео, но у меня маленький ребенок, не могу снимать. Это же время надо. А так хоть набор выиграла. А прикиньте, вы еще первое место займете. Ну, всегда же можно отказаться. Нет, ну как отказаться, если вы выиграете первое место? Почему бы и нет? А вы с какого, Наталья, дивизиона? Я вспоминаю. У нас просто в 20-м дивизионе участвовало более 100 человек. С 10-го. Ну вот поэтому. Я просто
вспоминаю, видел я ваши посты или не видел. Я в какой-то дивизион заходил, подглядывал за дивизионом каким-то. Ой, ну это столько времени действительно отнимает, работа с социальными сетями. Это очень много времени отнимает. Так, сейчас, секундочку. У нас более 200 было человек. О, ну вы крутые. У нас поменьше. Так, сейчас, секундочку. Так, 200 человек с 10-го дивизиона. Так что, друзья, вот такие вот дела. Настроение классное. Хорошо плаваешь. Так, это что за намек? Это что за намек? На самом деле не могу сказать, хорошо ли я плаваю или плохо, но скажу честно, я боюсь глубины. Это первое. Я боюсь глубины. И вторая проблема, у меня сводит ноги. У меня сводит ноги, поэтому я как ребенок маленький плаваю возле берега. Ну, у меня вроде бы как ум в голове есть, я свои силы измеряю. Ну, в основном плаваю вот так вот, вот так вот. Могу по собачьи. Мой муж тоже, мой муж тоже ГЛК. Это как? Расшифруйте ГЛК. Вот. Поэтому плаваю я, наверное, ну, все-таки, наверное, скажем, плохо, раз я не уверен. Глубины боится. Ну, здесь я не вижу здесь ничего постыдного, боже мой. Ну, кто жить хочет, лучше бояться глубины. У нас презентация идет. Ух ты, какая у вас презентация идет? Вы, Светлана, хитрая, вы и на презентации, и вы еще и на прямом эфире. Вот, а говорят, у людей времени нет. Так, судороги при нехватке магния. Приезжайте к нам в гости, погулять по берегу Балтийского моря под сосновым воздухом. А, да, не травите душу. Хоть еще маломальские границы уже открыты, но знаете, я в прошлом году планировал в 2020 году хотя бы в Турцию полететь. Но хотя вообще я хотел в Китай и в Дубай. Вот, я там не был, я хочу в Китай и в Дубай. Но вот в связи с этой пандемией все отложилось. Вот. А я не умею, боюсь. Ну, значит, Инесс, если мы с вами пересекнемся где-нибудь в Турции, на берегу моря, будем с вами играть на берегу. Зайдем по колено и будем играть. Так, я там и тут успеваю. Это помните, вашу тетю и там показывают, и тут, да? До чего техника дошла? Это точно. Вот. Вот такая вот история. Ой, устал я сегодня, устал. Я вам говорю еще раз, середина апреля. Жесть, просто жесть. В теннис будем играть. В воде. Как в теннис играть в воде? Очень тяжело. Очень тяжело. У меня, знаете, какая проблема? У меня проблема в том, что где я живу, вот в Восточном Казахстане, куда бы я ни поехал отдыхать, для меня все очень дорого стоит. Потому что, как у меня говорит друг, жоподрищенски живешь. Вот. Ну вот как тут у нас вот с логистикой здесь все плохо. Поэтому дороговастенько. Но приходится. Поэтому я решил в прошлом году деньги, накопленные на отдых, пустил себе на новый... Ой, нос чешется, друзья. Ой-ой-ой. Ну, чё к чему? Чё к чему? Ну ладно, тяпну. Вот. Поэтому я решил те деньги, которые я накопил на отдых, я решил их потратить на новый сотовый телефон. На качественный, блогерский, крутой телефон. И снимать вам качественные видеообзоры. Ну, начинается дачный сезон, поэтому буду ездить на дачу. И там, на берегу нашего моря, снимать вам обзоры.
и в прямой эфир выходить. Ой, знаете, как классно в прямой эфир делать на природе. У меня один раз был прямой эфир, я на даче был, и делал прямой эфир на природе. О, вообще клево, у тебя там деревья, воздух, красота. Темнеет, закат. Да посмотри-ка ты что, а. Нос чешется. Ой, друзья, мы уже с вами почти 40 минут в эфире. Посмотри, что такое, а. Знаете еще, что хотел сказать? Я здесь в интернете назаказывал всякие... так, не жалеешь о покупке столь дорогого телефона? Да нет, нет, не жалею. Я еще раз говорю, что эти деньги я копил на отдых. И так как отдых не получился, я решил, ну что деньги будут лежать. Заработаю на отдых еще, а себе куплю дорогой телефон. Опять же, знаете, никогда этот, не поработаешь с этим телефоном, не поймешь. Сказать, чтобы я прям вау в восторге, это ничего не сказать. Ну, то есть я вроде бы как и доволен, но не так, как выражение доволен, как слом. Ну, просто доволен, да. Классный телефон. Теперь надо так. Теперь надо на машину заработать. Свет. На самом деле, я машину могу пойти купить хоть завтра. Но опять же, смотря какую. Вот. Дело в том, что проблема, я боюсь вождения. Тем более сейчас столько лихачей, столько... Ну, не знаю, я боюсь. И у меня такое ощущение, что резкость пропадает. Не знаю я боюсь. На самом деле я боюсь. Поэтому не беру. Но машину можно в любой момент взять, поэтому без проблем. Как-то так. Какой статус у вас в Эйвоне? Можно я в шпаргалку посмотрю? Я забыл. Старший лидер, по-моему. Старший. Да, старший лидер. Я в этом году закрываю пока старшего лидера. Ой, нет, Наталья. Нет. До менеджера далеко. Ну как далеко? Кто его знает? Может быть, в мае возьму и закрою менеджера. Ох ты, мать моя. Вы видели у менеджера какой объем? Крутой. Нет, я пока старший лидер. Вот. У меня все хорошо. У меня хорошая сплоченная команда. У меня небольшая, но сплоченная команда представителей. Есть координаторы. Я горжусь своими людьми. И надеюсь, что буду расти. Почему бы нет? Конечно, я хочу быть менеджером. Во сколько обычно ложишься спать? Обычно я ложусь спать в 12. Ну, где-то в 12 часов. Вчера я лег спать рано. Я лег вчера в 11. Но я не мог уснуть, потому что работа. Работа мне, знаете, мне вчера ночью мысль пришла, где искать новых представителей. Пачками. И я сидел это думал, готовил чат-бот в телеграм-канале, и все, и у меня сон пропал, уснул еле-еле, наверное, в 3 часа ночи. Встал в 7 утра, и вот бегом, 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 бегом. Какая зарплата в Avon в среднем в месяц? Дмитрий, спасибо большое за вопрос. Вопрос на самом деле, он такой хороший, но на него очень сложно ответить, потому что какая зарплата в Avon в среднем? То есть, видите, если бы мы говорили с вами о чиновнике или об учителе, то там приблизительно понятно. То у нас в компании здесь нет такого. Нету оклада. Оклад есть у наших сотрудников, которые работают в офисе. А мы же являемся координаторами. Вот, поэтому у нас у всех зарплата разная. И она может быть колебаться от разных ситуаций. От разных. Но хочу сказать, что в 2020 году, когда мы все сидели на карантине, я, конечно, потерял в зарплате, но не сильно. Не сильно. Довольно достойно у меня зарплата была, учитывая, что я сидел дома, смотрел в окно, а деньги приходили на карту. Вот, как-то так. Поэтому зарплата достойная. Но опять же, это зависит от вас. От нас, от координаторов. Есть координаторы, которые
Нет, да нет, этим занимаются, да. Есть координаторы, которые вплотную этим занимаются. Вот у меня это основная работа. Я работаю в Avon уже более 13 лет, полностью посвящен Avon. Ну вот сейчас я еще стал видеоблогером, работы прибавилось. Так, расскажите, как вы решили заниматься Avon, что вас подвигло? Лучше спросить, какая самая большая зарплата была. У меня, в смысле, какая. Ну, давайте по порядку. Светлана пишет, расскажите, как вы решили заниматься Эйвоном, что вас подвигло. На самом деле, я уже рассказывал, но это было, конечно, давно и неправда. С YouTube идут регистрации. По порядку, девчонки, отвечу всем. Смотрите, в Эйвон я пришел чисто случайно. Я работал поваром в Пицце Блюз. Пицца Блюз — это у нас сеть кафе. Если вкратце рассказать, то у меня был салатный цех, где работали девчонки, я с ними. И у меня одна девушка, которая со мной работала, она была подписана в Avon. И в один прекрасный день она сказала: Леш, давай мы тебя подпишем в Avon, потому что, я говорю, в смысле меня? Я же ничего не понимаю в этом. Как я буду работать? Она говорит: тебе, Леш, ничего понимать не надо. Ты нам каталог принес, нам заказ принес, и все. От тебя только требуется сила грузчика. Ну, то есть она мне предложила, что давай мы тебя подпишем, чтобы ты нам приносил эти коробки. Вот и все. Вот таким образом я попал в Avon. На самом деле даже не ожидал. Так, расскажите, как вы так. Угу. Лучше спросить, какая самая большая зарплата была. Да вы что, я думаете, скажу сейчас, какая у меня самая большая зарплата была? Ну, около полумиллиона тенге. Это, вот, наверное, самая большая. Около. До копейки не скажу. Не помню. Так, Наталья, с Ютуба идут регистрации? Наталья, на самом деле сложно сказать, идут ли с Ютуба регистрации, потому что у меня есть свой собственный сайт, на котором есть анкета. Я этот сайт размещаю во всех социальных сетях. И когда подписчики, ну, зритель с Ютуба решил подписаться, она или он, они заполняют анкету на сайте, и там уже не пишется, откуда человек пришел. Но скажу честно, что да, скорее всего, и с Ютуба, и с Инстаграма подписчики есть. Но это сейчас. А раньше у меня очень много было регистрации с социальной сети ВКонтакте. Сейчас там посложнее. Зачем вам эта маска? Я забыл про нее уже. Ни зачем. Ни зачем. Я просто тут прикол показывал с этой маской, поэтому и забыл ее снять. Нет, не то, что забыл, это привычка, знаете, у нас же эта маска, мы скоро спать будем в ней ложиться, да? Поэтому это уже просто привычка. Это фишка такая. Нет, это не фишка. Это норма, друзья, это наша норма. Эта маска теперь везде и всюду должна быть с нами. Вопросы о зарплате некорректны, ребятки. Ну, почему некорректно? На самом деле, Светлан, всем интересно, особенно тем, кто не подписан, да, в компанию. Вот недавно, знаете, я нарвался на видео, где мужчина один хаял все вот эти сетевые компании. Что вы, ну давайте прямо говорить, мы сегодня говорим с вами прямо, что вы лохи. Он прям так и написал: вы лохи. Ну, что я могу сказать? Ну да, я лох. Вот такой вот я лох. Работаю 13 лет, как лох в этой компании. Купил себе квартиру, немножечко мир повидал, телефон купил дорогой, машину могу себе позволить купить. Ну, лох я, что сделать? Вот поэтому я бы этому дядечке так и ответил. Поэтому каждый занимается своим делом. Если он считает, что эти компании это для лохов, ну, пусть он занимается своим делом. А мы будем заниматься своим. Никто же никого насильно сюда не тянет. Сколько новичков в каталог у вас? У меня стабильно идет 10 новичков. 10 новичков. Может быть, было бы и больше. Но у меня очень много работы, и я иногда не справляюсь с новичками. Не всегда оказываю, наверное, ту помощь. Вернее, не помощь, а следить за новичками. Бывает, не успеваю. То есть надо все равно подсказать, спросить у новичка, почему не разместили заказ, может какие-то трудности есть. И вот так как у меня очень большой объем работы, я не успеваю. Поэтому, возможно, было бы больше. Но до пандемии у меня стандартно было 15-20 человек в каталог. Сейчас скатился до 10, бывает и 7. Ну, в среднем 10 стараюсь планочку держать.
Так, Лёш, смотришь мультики? Мультики нет, мультики нет. Почему? Смотрю мультики, знаете, вот которые у нас выходят в кинотеатрах, вот эти новые, да? Смотрю. Редко, но в пандемии много чего пересмотрел. Фильмы, мультики, театр. Я люблю театр. Но, к сожалению, вот с пандемией с театром не получилось. Не получилось с театром, поэтому как-то так. Сохраните эфир. Да, если все будет в порядке, как говорится, то обязательно эфир сохраню. Посмотрите, время уже подходит закругляться, а люди разэтосамовались. Люди проснулись. Может быть, я рано в эфир вышел? Напишите. Может быть, позже в эфир выходить. Так, из всех блогеров про Avon больше всего жду и смотрю все ваши видео и обзоры. Татьяна Миронова. Татьяна, спасибо большое. Ну, я не то чтобы хвастаюсь, но я скажу, что у нас блогеров-то на Ютубе в Казахстане-то, кто снимает про Avon-то, ну, практически и нету, давайте говорить, что нету. Я знаю, что есть, но там от и до. То снимают, то не снимают. Я не буду говорить конкретно, но тем не менее, я, наверное, сейчас единственный, я всегда задаю вопрос своим девчонкам, коллегам, почему не снимаете видео? Ну, поэтому я number one один поп-король. Называйте меня поп-король. Корона на голове. Поэтому пока я один в Казахстане, поэтому спасибо большое. Я понимаю, что вы смотрите меня, потому что если вам интересны казахстанские новости, то, конечно, я. Но если я вам что-то не додаю, это вот как раз там сводчи, да, много декоративной косметики, которые я не могу показать, то, конечно, вы все смотрите российских блогеров, там очень много блогеров, где девчонки могут вам показать, да, сводчи, тени, тушь покраситься. Но вот, к сожалению, я не могу. Но помаду, наверное, буду вам показывать. Кто присоединился, хочу сказать, что я приготовил вам свеженький обзор. Это будет обзор сводчи на помаду Леди. Леди Гага. На помаду Леди Гага. Вот они у меня все помадки. Это у меня тестеры. Я специально загубил эту помаду, чтобы вам сделать сводчи. Надеюсь, вам будет очень интересно. Очень. Так, я начинаю YouTube, но что-то забросило. Да, забрасывать YouTube нельзя, потому что YouTube, как и все социальные сети, они требуют активности. Если вы неделю, а если месяц, то все, люди жаждут информации. И YouTube, как и все социальные сети, не дают расслабона. Так, а можешь одновременно заниматься Эйвоном, Арифлеймом и Фаберлик? Дмитрий, хороший вопрос. А можно вам задать вопрос? А вы сможете усидеть на 3 стульях? Я думаю, что нет таких людей. Это нереально, это невозможно. Я знаю, я вижу, что есть блогеры, которые занимаются одновременно несколькими компаниями. Но у них не так все хорошо, как у меня. Потому что я полностью отдан этой компании, меня все устраивает. Поэтому я буду заниматься только Эйвоном, пока меня все устраивает. Поэтому очень сложно заниматься несколькими вещами. Поэтому я и ушел с работы, чтобы посвятить себя этой работе. Это вы представьте, водитель автобуса одновременно и кондуктор. Водитель автобуса одновременно работает на 3 маршрутах. Вот как? Как он может работать на 3 маршрутах? Ему надо один-то до конца маршрут довести. А тут еще надо быстренько выпрыгнуть на той остановке, пересесть в другой автобус, отвезти людей, вернуться на эту, отвезти этих людей. Ну, надеюсь, вы поняли меня. Это очень сложно. Так, футболка новая, которая с YouTube эмблемой. Да, вот она. Которая с YouTube эмблемой. Девчонки, мальчишки, теперь уже и мальчишки тоже, хочу похвастаться. Я ее заказал на AliExpress. Кто смотрит мои обзоры, видели, я показывал, да? Я ее заказал, но заказал свой размер. Эмочку я обычно заказываю. Ой, покупаю. А мне прислали 2XL. Она большая. Ну так, ничего, свободно, хорошо. Я подал жалобу, и мне вернули за нее деньги. Поэтому она мне досталась бесплатно.
Так, я работаю координатором год, и очень трудно удается удерживать. Может, поделитесь вашим опытом. Так, Светлана, удерживать что вам очень сложно? Удерживать людей, удерживаться самой на этой работе. Светланка, вы очень классный, спасибо большое. Друзья, мы с вами уже почти час. Мы с вами уже почти час в эфире. Давайте немножечко будем закругляться. Пишите вопросы, я быстренько сейчас попытаюсь ответить на все ваши вопросы. Тем, кто только присоединился, эфир будет в записи. Найдите время, посмотрите его. Думаю, что, может быть, что-то интересное вы узнаете. Я занимаюсь несколькими компаниями, потому что я больше люблю торговать, чем подписывать и вести людей. Да, Татьяна, все правильно. Смотрите, если вы торгаш, ну давайте прямо говорить, торгаш, да, то тогда вы можете торговать разной косметикой. Здесь ничего сложного я не вижу. Абсолютно. Вы можете с каждой компании брать разную косметику. Допустим, в Avon нету мыломойки, да? В Фаберлике мыломойка есть. Клево. Вы можете торговать и Фаберликом, и Avon. Там, не знаю, у нас мужского очень мало. Нет в Avon. Вообще почти ничего нет, кроме ухода за лицом. В Oriflame есть всякие такие штучки, да? Есть в Фаберлике очень много одежды для мужчин. Поэтому, когда вы торгуете, вам проще торговать всеми фирмами. Но когда вы занимаетесь регистрацией людей, привлечением людей в компанию, то здесь очень сложно. Здесь очень сложно. Это вот, ну, я вам уже привел пример, это как быть водителем одновременно на 3 автобусах. Это невозможно. Так же и здесь. Если у кто-то, у кого получается одновременно заниматься лидерством в 3 компаниях одновременно, напишите. Мне будет очень интересно узнать, как у вас это получается и какой у вас доход. Потому что, скорее всего, можно одновременно работать в нескольких компаниях. Но это будет очень сложно. Во-первых. А во-вторых, по этическим соображениям это некрасиво. У нас в компании есть договор, который мы подписываем. И там есть такой пунктик. Пунктик. Так. Людей. Светлана, на самом деле, да, людей очень сложно удерживать. И у меня тоже. Вы не представляете, сколько за вот эти 13 лет у меня ушло людей. Если бы я их мог удержать, этих людей, у меня бы сейчас было 1000 подписчиков, если не 5000. Да, людей очень сложно удержать. Очень сложно. Здесь нужна обратная связь. То есть нужна обратная связь, чтобы ваши представители, ну, не были забыты вами. То есть если вы будете постоянно... У вас должен быть обязательно чат, наверное, с представителями, группа какая-то для представителей, чтобы вы могли постоянно работать с людьми. Я думаю, что всех вы все равно не удержите. Но тех, кто заинтересован в сотрудничестве с Avon, они все равно останутся. Ну и не забывайте, приходят новые, все равно приходят. Твое самое яркое воспоминание. Буц, хороший вопрос. Какое воспоминание? О чем воспоминание? Ну, если вот что в голову сейчас пришло, это мое первое путешествие, когда я поехал за границу. Это был 2015, по-моему. По-моему, 2015 год. Я полетел в Грузию. Я полетел в Грузию. У меня был такой, знаете, туристический тур. Я дикарем, не по путевке. Я полетел в Грузию, я был в Тбилиси несколько дней. Ой, Тбилиси, Тбилиссимо. Ой. Потом я был в Ереване. И на обратном пути я был в Киеве. Но там у меня был, господи, как это называется, я уже забыл-то, когда транзит. Транзит у меня был почти там 14 часов. Вот, и я погулял еще по Киеву. Вот это самое, что первое мне в голову пришло, самое яркое воспоминание. Откуда? Олеся, из Италии, Сицилия. Оу. Так, все, ладно, отключаемся. Тут Сицилия пришла. Уходим все, уходим. Друзья, ну на самом деле будем еще закругляться, еще даю время. Олеся, спасибо большое, что присоединились, но, к сожалению,
Эфир уже идет целый час, нужно закругляться. Завтра всем на работу, понедельник, новая рабочая неделя, нужно набраться сил. Вы знаете, я от вас сейчас зарядился таким позитивом. Я, в принципе, и начинал эфир, уже был на позитиве. А тут еще вот такой позитив. И меня так порадовали, что вы присоединились к прямому эфиру. Это дорогого стоит. И самое главное, у нас эфир получился такой дружелюбный, тепленький, приятный. Ой, и чай остыл. Друзья, ну что, если еще какие-то вопросы, я пока поблагодарю еще раз вас всех. Не пропустите, завтра выходит у меня, запланирован завтра обзор моего третьего, по-моему, третьего заказа. Дожился, блин. Слушайте, ну да, люди активировались. У меня, кстати, в апреле неплохие пошли заказы. Я прям счастлив и рад. Люди просыпаются. После 8 марта у людей начинают заканчиваться боезапасы, которые надарили людям. Поэтому, да посмотрите, что творится. Так, Ольга, до связи. Провела время с позитивом. Я ушла. Пока-пока. Оль, пока, до встречи, до встречи. Оля на самом деле мой координатор. Мы с ней и так каждый день на связи и на позитиве. Так, Светлана, очень интересно было, незаметно время пролетело. Это точно, да. Ну, давайте в следующий раз прямой эфир сделаем 2 часа. Я в эйфории. Я в эйфории. Мне очень тоже понравилось. Жалко, что мало провожу прямых эфиров. Надо все-таки, да, проводить какие-то тематические прямые эфиры. Я видел, знаете, блогеров, которые, вот наши блогеры, которые тоже делают обзоры продукции косметической, не обязательно Avon, там, по-моему, Oriflame женщину какую-то я видел, она каждую или пятницу, или каждую субботу, она традиционно проводит прямой эфир. Вот, напишите, как вам такая идея, если будет каждую неделю прямой эфир. Очень тоже было бы интересно, да, как неделя прошла. А вот так, замечательно. Наверное. Так, ну что, дорогие мои, ну вот уже и час пролетел. Светлана за, кто еще за? Поставьте хотя бы плюсики. Писать меньше будет. Кого смотришь на ютубе? Инесса. Конечно, я смотрю много блогеров именно по нашей теме, да, по Эйвонской, Faberlic тоже смотрю, Oriflame смотрю. Ну, не так, чтобы, знаете, вот сел и утонул, но смотрю, все равно смотрю. Ой, Инесса, все уже, время, вы разошлись. Ой, комментарий убежал. Чем увлекаешься в свободное время? Ну вот сейчас буду дачей увлекаться, а на даче буду увлекаться шашлыками. Я так скажу. Свободного времени на самом деле нету. Я весь полностью погружен в работе. Я работаю 24/7. Поэтому вот свободное время это дача сейчас, а на даче шашлыки. Ну что, дорогие мои, все, давайте, все. Что там еще? Какая музыка вам нравится? Что можете посоветовать? Ой, я обычную музыку слушаю. В основном нашу попсу. Вот и все. И, кстати, сегодня я буду сейчас смотреть. Очень люблю музыкальные шоу смотреть. Сейчас идет музыкальное шоу «Маска». Второй или третий, второй сезон. Сегодня выходит какая-то там серия. Я обязательно буду смотреть. Сейчас эфир закончу, немножечко дух переведу и пойду смотреть «Маску». Смотрю музыкальное шоу «А ну-ка все вместе» на канале «Россия». Тоже клевое шоу. В общем, вот все, что с музыкой связано, все музыкальные шоу практически смотрю. «Голос» смотрю. Редко, но смотрю. Вот. Сейчас смотрю на ТНТ «Музыкальная интуиция». Там вообще усышься. Ой, усмеешься. В общем, много что смотрю. Тоже люблю шоу «Маска». Ну все, друзья мои, еще раз спасибо большое за прямой эфир. Спасибо за домашний уют, который мы сегодня с вами вместе создали. Я надеюсь, что
ненадолго мы прощаемся, как минимум до завтра, потому что завтра выходит мой очередной обзор. Еще раз говорю, запланирован обзор и распаковка моего заказа, по-моему, третьего. Я запутался. По-моему, третьего заказа. Если срочных каких-то новостей не будет, то будет распаковка. Если нет, то значит будет другой. Дальше у нас по плану сводчи на помаду Леди. Вот они у меня в тубе. Вот такие помадки тоже планирую на этой неделе показать. Бомбический обзор будет на этой неделе. Это мои фавориты женские ароматы. Поделюсь то, что нравится мне. Ну и по традиции в пятницу мы закончим наши обзоры кулинарным влогом. Какой будет влог, что будем готовить, я еще не знаю. Для меня сюрприз, что там приготовили редакторы. Что там приготовили редакторы, то и будем готовить. Все, всем пока-пока. Пока-пока. Кто не видел, смотрите, смотрите прямой эфир в записи. Он сейчас сохранится, возможно, не сразу появится на ютубе. Пройдет обработка видео. YouTube проверит его на маты, на скрытые всякие фишки, музыки и так далее. В общем, все, друзья. Спокойной ночи. Пока-пока. Пока. А как отключается? Как отключается прямой эфир? Знаете, всегда так очень сложно. Очень сложно начинать прямой эфир и заканчивать. Так не хочется вот сейчас нажимать эту кнопку. Хочется с вами сидеть хоть до утра. Так, Алексей, спасибо вам, что вы такой позитивчик, такой искренний. Смайликов подходящих нет. В общем, весь эфир хохотало. Все. Я очень рад, что и я хохотал тоже с вами. Счастья вам и вашей семье. Так, все, друзья, все. Пошлите все смотреть шоу «Маска». Все, пока, пока.